الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عملا وعلما وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. علوم القرآن или науки о Коран или науки Корана — это от слова «илм». Улум — это множественное число слова «илм» — наука. Поэтому улум аль-Коран — это не одна наука, а это целая группа наук, которая, естественно, говорит про Коран, про то, что находится в Коране. Теперь, понятие улум аль-Коран можно понимать в широком смысле, то есть это все науки, которые были содержаны в Коране. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит про Солнце, про Луну, про Вселенную полностью. И это наука астрология. Можно считать в широком смысле, что это из наук Коран. Аллах Субхану ва Тааля также говорит о развитии плода и его этапе. Это эмбриология. Тоже в широком смысле можно считать это из наук Коран. Но то, что имеется в виду, когда мы говорим науки Корана, это те науки, которые дают нам пользу, чтобы мы поняли Коран. Что там говорится в Коране, что Аллах хочет от нас в Коране. Вот это и понятие науки Коран. Теперь, пример науки Коран может быть служит причиной ниспослания Корана. Ильму асбаби ан-нузуль. То есть некоторые аяты, для которых были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была причина. То есть какая-то ситуация, что-то произошло, и из-за этого мусульмане нуждались в решении, и Аллах Субхану ва Тааля дал это решение в виде Корана, ниспослал Коран, чтобы решить эту ситуацию, эту проблему. Вот это одна наука из наук Корана. Вот почему выбрали уроки наук Коран, а не другие? Потому, первая важная причина – это избавиться от невежества. То есть много наук Коран, десятки. Некоторые ученые довели науки из Корана до 1000 наук и больше даже. Поэтому, может, среди нас те, которые не знают про науку, ту или иную науку из наук Корана. Вот это надо избавиться от него. Например, когда мы читали Иша, вы слушали, что что-то не как обычно читается. Вот это я специально делал, чтобы кто не знает, что есть другие кирааты, чтобы он знал. И мы будем говорить, что такое кираат, почему там читается Коран по-разному. Те, которые, может, были в Марокко, были в Алжире, слушали Коран по-другому, может. Те Алжири, которые находятся здесь, может, читают Коран по-другому. А как? Почему? Откуда взяли? Правильно ли это? Вот это надо знать. Второй пример приведу, что, например, может, кто-то из нас не знал, что есть летние аяты. Может, это первый раз слушаем. Что такое летний аят, зимний аят? Меккенская сура, мединская сура. Это, альхамдулилlah, большинство из нас знаем, что такое мединская, что такое меккенская сура. Но как мы определяем, что это сура меккенская, это сура мединская? Это сура меккенская, но внутри ее есть аяты, которые мединские. Какие критерии там принимают? Вот это тоже надо знать. Вторая причина – это убедиться в верности нашей религии, убедиться в верности Коран.
Может, кто-то задает нам вопрос, как вы убедитесь, что Коран не изменился в течение вот этих 14 столетий? Как вы убедитесь, что ничего не добавили, ничего не убрали? Вот это надо знать. Если мы это знаем, альхамдулиллах, так и был, что Коран сохранился, как Аллах обещал, «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафизун». Так и был Коран сохранен до нашего дня и будет сохранен до судного дня, иншаллах. Вот как сохранилось вот это, как передалось от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до нас, как дошло до нас. Вот это надо знать тоже, чтобы убедиться, что ничего не изменилось в Коране, ничего не добавили, ничего не убрали. Вот, может, кто-то еще задает вопрос и говорит, в Коране есть ошибки по грамматике, грамматические ошибки. А вот, если мы ничего не знаем арабский, не знаем Коран, не знаем науки Коран, которые отвечают на такие вопросы, мы будем молчать. Но так не надо. Вот поэтому и мы изучаем науки о Коране, чтобы мы этого знали все, чтобы, если кто-то дает нам сомнения в религии, мы можем смело отвечать, что нет, таких ошибок нет. А как вы доказываете, что нет ошибок? Вот знаниями Корана. Третий, это самый важный, по-моему, это понимать, что в Коране. Понимать Коран. Коран, наша священная книга, это как письмо от Создателя нам, каждому из нас. Если мы не понимаем, что там внутри, это уже не очень. Поэтому, поскольку Аллах Субхану ва Тааля дал нам этот великий подарок, Коран, его слова, мы должны понимать. И функция, цель этих наук Корана, это приблизить нас, чтобы мы приблизились к Корану, мы поняли получше. Вот это цель от этих всех наук. Вот поэтому и это самая великая причина, почему мы должны изучать науки о Коране. Конечно, там науки о Коране, они, как мы сказали, что они их много. Мы не будем там идти в глубину, там множество трудов составлены по наукам Корана. Но хотя бы, чтобы мы знали, что такие науки есть, и что там внутри, какие правила есть, что дает нам, в чем пользы такой науки или иной науки. Вот это цель этих уроков, иншаллах, с вами. Науки Корана, как в большинстве наук в исламе, шариатских наук, началась с началом ислама, с началом ниспослания Корана. То есть, как мы сказали, что есть причины ниспослания Корана, есть место ниспослания Корана, есть время ниспослания Корана, какая первая сура была ниспослана, какая последняя. Это все считается из наук Коран, и это все началось, когда Аллах Субхану Тааля ниспослал первые аяты пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Бисмиллахи рахмани рахим. Икра бисми раббика аллади халак. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Вот и в тот момент начались науки о Коране. Первый этап были развитие этих наук и устной передачи этих наук с пророка, с подвижников табиинам и так далее. Поколение в поколение передали эти науки устно. Потом второй этап письменная передача началась. Как началась? Она началась не как самостоятельная наука, а в книгах о хадисе. То есть ученый хадис, передача от пророка, саллаллаху алейхи вассалям,
Вот они передают все хадисы от пророка, саллаллаху алейхи все хадисы от сподвижников, и еще передали и хадисы, которые содержат науки Корана. Вместе с книгами хадиса еще там были упомянуты в введениях в книге Тафсир, толкование Корана. Почему они нужны в этом месте, то есть в введениях толкования Корана? Потому что никто не может толковать Коран, если он не обладает этими знаниями. То есть если кто-то не знает или у него нет глубокого знания по наукам Корана, он не может толковать Коран. Поэтому каждый ученый, который написал Коран, составлял труд по тафсиру, по толкованию Корана. У него были эти науки в введении, он описал эти науки, то есть эта наука, в ней есть какие-то такие правила, такие, и как он использовал, чтобы толковать Коран. Это был второй этап. Потом перешли на третий этап. Это самостоятельное составление труд. И там были два подхода. Первый подход был, что ученый берет несколько аят, например, 5, 7, 3, 10, неважно, берет эти аяты, потом объясняет все науки, содержанные в этих аятах. То есть он говорит, когда они были ниспосланы, где эти аяты маккинские, мединские, например, какие кирааты содержатся в этих аятах, какие науки можно извлекать из этих аятов. Вот, берет несколько аятов и все науки говорит, что там находится в этих аятах. Второй подход был такой, что он описывает все науки, то есть первая наука такая, есть правила в этой науке. Пример таких наук, то есть пример такие правила, вот такой, и потом дает примеры, но не описывает все, что в Коране. То есть у него есть все правила, там определение науки, как использовать, как извлекать пользу из этой науки, и все. Потом дает несколько примеров, и все. И второй подход начался побольше распространить и тоже разделился на две пути. Первый из них – это взять одну науку из наук Корана и составлять труд по ней только. То есть, как мы сказали, что есть наука про кираат. То есть берем кираат, составляем труд полный про кираат только. Другой ученый берет причины неспослания Корана. Он составляет труд по причинам неспослания Корана и все. Не обсуждает другие науки Корана. Другой подход, это был более широкий, это когда один ученый берет все науки Корана и начинает с первого до последнего. В одной книге собирает. Если мы будем перечислить труды, которые составили наши ученые великие, рахимахумуллах, со времена сподвижников до нашего времени, нам не хватает час, два, три, честно, не хватает. Поэтому я буду говорить про самый великий. Это у нас один из самых великих труд. Это книга Аль-Бурхан фи улум аль-Коран. Составлял Заркаши в 8 веке. Он считается как источник всех наук Корана. Все, которые хотят составлять что-то, отдельные науки, то есть написать про нее, или там более обширный, как мы сказали, общий всех наук содержат. Вот и это им первый источник. Второй, и я не могу описать, насколько он великий, вот наш ученый имам Ас-Суюти, рахимахуллах, тоже составил Аль-Иткан фи улум аль-Коран. Он и составил, конечно, почти во всех науках у него есть труды, но это один из
более видающие там книги у него «Аль-Иткан фи улум аль-Кур'ан». И он тоже считается один из самых великих источников, на который все полагают, чтобы там извлекать, чтобы что-то составить новое, и до нашего дня, нашего сегодняшнего дня. Вот это вкратце, что такое наука о Коране, зачем нам вот эти науки. Иншаллах, в следующих уроках мы будем разбирать каждой наукой, почему она важна, зачем она нам и так далее, какие правила содержатся в каждой науке. И, иншаллах, просим у Аллаха помощь, чтобы мы рассказали, успели, иншаллах, рассказать сами важные науки среди этих наук. Конечно, мы не успеваем рассказать про всех наук, это практически невозможно, но просим у Аллаха помощь, чтобы мы выбрали более подходящие, которые нам несут пользу, иншаллах, чтобы мы, как мы сказали, самая важная цель – это понимать Коран и приблизиться к Аллаху, к Его словам, Коран. На этом сегодня все. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله